Добрый вечер. В эфире вечерние новости. В студии работает Айкен Муратбекова. Президент Садыр Джапаров накануне прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Главу государства встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица. Садыр Джапаров примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ, а также в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщил глава отдела внешней политики администрации президента Муратбек Азамбакиев. Президент Садыр Джапаров подписал закон о внесении изменений в закон о статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Закон, принятый парламентом 14 ноября 2024 года, реализует решение Конституционного суда от 29 ноября 2023 года. Поправки исключают полномочия суда вносить рекомендации о привлечении депутата к уголовной ответственности. Теперь только генеральный прокурор сможет подавать соответствующее предложение в Жогорку Кенеш. Жогорку Кенеш 25 декабря одобрил законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты в сфере противодействия коррупции. Основные изменения – запреты на прием в военные правоохранительные органы и судебно-исполнительные службы лиц, чьи супруги или близкие родственники осуждены за тяжкие преступления. Пожизненный запрет на занятие государственных и муниципальных должностей для лиц, осужденных за коррупционные преступления. Отмена штрафов за коррупционные преступления при добровольном признании вины и возмещении ущерба. Ранее председатель ГКНБ Камчибек Ташиев сообщил, что уровень коррупции в стране остается высоким, что требует ужесточения наказания. В Бишкеке запустили первую в Кыргызстане стрим-селлинг-экосистему Лимон Шоппинг, которая объединяет торговлю и социальные сети, позволяя покупать товары в реальном времени через прямые эфиры. Платформа предлагает более 300 тысяч товаров, обучение для продавцов и доступ к международным рынкам. Подробности далее. В Бишкеке представили Лимон Шоппинг, первую в стране платформу, где можно покупать товары прямо во время онлайн-трансляций. Продавцы показывают свои товары в прямом эфире, рассказывают о них и отвечают на вопросы зрителей. Покупатели могут сразу выбрать и заказать нужное, не выходя из трансляции. Мы объединяем технологии, локальные возможности и глобальные амбиции. Такая система, называемая стрим-селлинг, сочетает привычный интернет-магазин и живое общение, как в социальных сетях. Это удобно для покупателей, которые видят товар вживую, и выгодно для продавцов, которые могут сразу заинтересовать своих клиентов и увеличить продажи. Лимон Шоппинг является одним из первых в Кыргызстане платформ, которая имеет именно marketplace. Отличительная черта и уникальность нашей платформы является то, что мы осуществляем продажи тех или иных товаров в прямом эфире. То есть каждый из наших покупателей, каждый из наших потребителей может купить товар, увидев его вживую именно путем стрим-селла. То есть наши стрим-селлеры, наши продавцы будут его продавать в живом режиме, а также покупка может совершаться в ту же секунду. Мы работаем сейчас с нашими партнерами и поставщиками прямыми из Китая, которые имеют более 300 тысяч видов наименований товаров, которые будут поставляться на территорию Кыргызстана прямую. Платформа предлагает более 300 тысяч товаров от производителей с удобной доставкой по всей стране. Для предпринимателей она открывает доступ к международным рынкам, помогает с продвижением товаров и даже обучает современным методам продаж. Лимон Шоппинг бизнесмендер менен кардарлар үчүн Этот маркетплейс создает условия для наших предпринимателей, чтобы вывести их бизнес на новый уровень, увеличить продажи, расширить клиентскую базу и предложить свои товары и услуги не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Как вы знаете, движущей силой рыночной экономики является торговля. Производство развивается в зависимости от спроса на рынке. Те предприниматели и те страны, которые умеют вести торговлю эффективно, всегда будут в авангарде. В свою очередь, технологии, особенно в эпоху так называемой технотронной революции, делают такие маркетплейсы маяком, который прокладывает путь и одновременно служит портом для накопления грузов. Лимон Шоппинг открывает новые возможности для наших предпринимателей и клиентов, способствуя укреплению позиций Кыргызстана в глобальной цифровой экономике.
Как отметил глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев, этот проект укрепляет позиции Кыргызстана в мировой цифровой экономике. Приложение «Лимон Шоппинг» уже доступно для скачивания в Google Play и App Store. Сымбат Алмазова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чуй. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев провел совещание в Государственной налоговой службе, где обсудил борьбу с коррупцией, внедрение электронных товаротранспортных накладных и улучшение условий для налогоплательщиков. Он подчеркнул недопустимость отмены ЭТТН, но поручил упростить процесс и пересмотреть список обязательных товаров. Для устранения проблем с отчетностью и сбоями электронных систем ГНС поручено провести анализ работы и создать комиссию для выработки рекомендаций. Недопустима отмена электронной товаротранспортной накладной. Будет проведена работа по упрощению данного процесса и изучена возможность пересмотра списка товаров, где необходим ЭТТН. Важно создание благоприятных условий для налогоплательщиков и обеспечение эффективной работы Государственной налоговой службы по противодействию коррупции и повышению прозрачности налогообложения. Я поручаю оперативно устранять проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели при сдаче отчетности, такие как очереди и сбои в работе электронных систем, и провести всесторонний анализ деятельности фискального органа. И будет создана специальная комиссия для изучения результатов внедрения и упрощения процедуры ЭТТН и выработки рекомендаций по дальнейшему совершенствованию работы Государственной налоговой службы. В Кыргызстане успешно реализуется административно-территориальная реформа. В рамках этой реформы в состав Достукского аймакного округа Аламудунского района были объединены 9 сельских округов. Благодаря этому был оптимизирован местный новый бюджет, а также появились возможности для решения многолетних проблем дистанционных сел. Инфраструктура сел улучшена, дороги ремонтируются. Как изменилась жизнь жителей этих сел, о преимуществах реформы в материале нашего корреспондента. В рамках проводимой в стране административно-территориальной реформы в состав Достукского аймакного округа Аламудунского района вошли 9 сельских советов. Это позволило значительно оптимизировать бюджет. Ранее в местной администрации работало 40 сотрудников. Сейчас их осталось только 17. Сэкономленные средства направляются на улучшение инфраструктуры. Здесь проживает 2403 человека. Однако бюджет составляет всего 5-6 миллионов сомов. Из-за нехватки средств многие работы не выполняются. Бюджетная ограниченность сильно повлияла на развитие данного региона. Село Кайырма, которое раньше существовало за счет дотаций, после административной реформы открыло в здании бывшей сельской администрации библиотеку и Центр творческого развития детей, а также ведутся работы по ремонту дорог. Был дотационный. Бюджет был маленький, очень тяжело было что-то сделать предыдущим работникам нашим в аппарате, который Айлюк Мыту. А сейчас после АТР мы видим, какие продвижения у нас. Например, вот улица Качкамбаева, одна улица полностью уже заасфальтирована. На 25-й год уже деньги заложены. Улица Айдаралиева у нас будет делаться. По словам местных жителей, одной из главных проблем села долгое время оставалась нехватка чистой воды. Но недавно этот вопрос был решен, и теперь в каждом доме установлены колодцы. Была проблема с питьевой водой. В 2024 году по проекту питьевую воду закончили, провели во все дома. Сейчас напор, все хорошо. Значит, какие еще есть у нас проблемные вопросы? После объединения с выростом, с увеличением бюджета потихоньку исполняется. В нашем селе вот был построен парк имени Чоткараулу Джаманкара Бацыр. Здесь были насажены деревья, в нашем селе были сделаны дороги, асфальтированы. В этом году это было сделано. В этом году еще проложили водопровод в нашем селу.
Одним из значимых результатов реформы стало улучшение условий в средней школе Кайрмы. Столовая школы, не ремонтировавшаяся с советских времен, была капитально отремонтирована, обновлены посуды и мебель. Наш айлюкмыты был дотационный, денег всегда не хватало. Ну, даже в то время и то как-то выделялось. А сейчас у нас уже и большие плюсы в том плане, что проводятся уже ремонты, капитальные ремонты проводятся, да. Сейчас планируется очень много шагов провести, чтобы увеличить качество знаний в школе. В Достукском аймакном округе также проведены работы по наведению порядка на пропускном пункте Акджол. Несанкционированные постройки были демонтированы, а для маршрутных такси устроены удобные места для остановки. Недавно отремонтировали этот пункт пропуска. Были созданы все необходимые условия. Ведь раньше мы находились за постом, и чтобы сесть на автобус, жителям приходилось проходить более 1 километра. А сейчас перенесли ближе к пропускному пункту, и наши остановки рядом. Мы очень рады. Реформа показала свою эффективность. С экономией бюджетных средств улучшилось качество жизни сельских жителей. Село Кайрма стало примером того, как правильное управление может приобретить территорию. Эти изменения лишь начало. Реформа успешно реализуется и в других районах Кыргызстана. Айкен Маратбекова, Назира Бегалиева, Жумабай Османалиев, УТРК Чуй. В исправительных учреждениях и следственных изоляторах службы исполнения наказаний в Бишкеке и Чуйской области прошли разъяснительные беседы с осужденными и следственно арестованными. В результате мероприятий 685 мобильных телефонов и других запрещенных предметов были добровольно сданы спецконтингентам, который использовал их незаконно. Администрация учреждений продолжает принимать меры для предотвращения нарушений и обеспечения соблюдения закона. Служба милиции – это тяжелая и ответственная работа, требующая высокой профессиональной подготовки и преданности делу. Для того, чтобы эффективно выполнять обязанности, важны не только опыт и компетенции, но и комфортные условия работы. В Сокулукском районе этому аспекту уделяется особое внимание, в том числе через проведение ремонта и модернизацию материально-технической базы районного отдела внутренних дел. Ежедневная служба милиции – это не только оперативное раскрытие преступлений, но и постоянная работа с населением. История Сокулукского РОВД насчитывает более полувека. В 1966 году была создана районная милиция. С тех пор сотрудники отдела прилагают максимальные усилия, чтобы в районе сохранялось порядок и спокойствие. Сегодня для эффективной работы правоохранителей созданы все необходимые условия. Например, в районе успешно функционирует проект «Безопасный город», начавший работу в 2022 году. Всего по району установлено 535 камер, из них 2 оснащены системой распознавания лиц. Бұл көп жеңілдікті беріп атат. Азыркы учурда бүйтіп бартып, неге болгондо бул көзөмөл болуп, сразу ошол жерге чыгып атабыз. Ушул моменттен жеңилдик чын айтканда бир 70% чейин уже жеңилдеди. Потому что сразу биз көз көрүп, ошол жерге барабыз. Окуя болуп аткан моментте биз уже барып калабыз да. Өтүп кеткенден кийин эмес, сразу барып ушул жерден чечебиз вопросты. Недавно по инициативе начальника РОВД был проведен капитальный ремонт здания, что значительно улучшило условия для сотрудников. В районном отделе внутренних дел открылось единое окно, благодаря чему граждане могут быстро и удобно получить справки.
Жалпы отчеттық жылда кылмыштардын саны 800. Всего зарегистрировано 844 преступления, из которых раскрыто 676. По сравнению с прошлым годом, количество раскрытых дел увеличилось на 25,3%. В этом году наблюдается снижение числа зарегистрированных преступлений. С августа текущего года часть территории Сокулукского района была передана в город Бишкек через АТР, что позволило задействовать дополнительные силы. Август айынан баштап Сокулук районунун бир бөлүгү Бишкек шаарына бекитилгендигине байланыштуу азыраак катталып, ошол себептен аз кылмышты бетин ачууга багытталган көбүрөөк күч кубаттар колдонулуп, ошол жогору жапкан пайыздык ошолор себеп болуп атат. Бөлүмчө түздүр. Жолдош подполковник, мен күзөт нөмөт учурунда аймакта арыздоомат катталган жок. Саясий абал тынч, баяндаган милициянын капитаны Кулматов. Эркин тур. Эркин тур. В рамках проекта «Безопасный Аймак» в Гавриловском Айлыкмүтү, входящем в состав Шопоковского городского отдела милиции, планируется установка еще 15 камер, а завершение проекта уже на финальной стадии. Біз Шопоков шаардык милиция бөлімшесі жайгашкан аймакта біз камтыйт Гавриловка Айлыкмүтүн жана Кайназар Айлыкмүтүн. Мы охватываем Гавриловский и Кайназаровский Айлыкмүтү, которые входят в состав Шопоковского городского отдела милиции. В нашем отделе работают профессиональные сотрудники, включая участковых инспекторов, которые демонстрируют результаты. Я считаю, что милиция – это ключевой элемент обеспечения правопорядка, борьбы с преступностью и защиты прав граждан. Когда люди обращаются за помощью к милиции, это означает их доверие и надежду на справедливость. Мы, в свою очередь, делаем все возможное, чтобы оправдать это доверие и поддерживать порядок, работая круглосуточно. Кроме того, в селе Фрунзе Сокулукского района был открыт поселковый отдел милиции. В населенном пункте, где проживает более 6 тысяч человек, службу несут 16 сотрудников, которые ежедневно работают над обеспечением порядка и безопасности жителей. Кылмыштуулуктун алдын алуу максатында биз азыркы күндө Ички иштер министрлигинин буйругу чыгарылган, тескемеси чыгарылган. Анын негизинде Пресечение преступности и профилактика правонарушений остаются приоритетными задачами. Для их реализации важна не только работа милиции, но и вовлечение населения. В этой связи был издан приказ МВД, на основании которого Главное управление внутренних дел Чуйской области разработало инструкцию. В Сокулукском РОВД внедрены дополнительные меры по укреплению правопорядка. Также проводятся мероприятия с населением. Недавно прошел форум против насилия и выставка среди школьников, где они приняли активное участие. Форум өткөрдүк үй бүлөк зомбулуктун алдын алуу боюнча ага чейин 10 декабрь 2024 жылы 16 күндүк акциябыз бар болчу. Особое внимание уделяется профилактике преступлений среди молодежи. Молодые сотрудники ЕДН ежедневно проводят профилактическую работу, направленную на формирование правовой культуры и предупреждение правонарушений среди подрастающего поколения. Если рассмотреть работу инспекции по делам несовершеннолетних, то это огромный труд, направленный на воспитание детей. Например, предотвращение различных правонарушений, совершаемых детьми или в отношении детей, а также проведение профилактических мероприятий. Это наша обязанность. В Сокулукском районе насчитывается 40 общеобразовательных учреждений. В этих 40 школах работают 18 участковых инспекторов по делам несовершеннолетних, которые осуществляют свою деятельность с детьми и подростками. Жаш өспүрүндөр менен иштөө участкалык инспектор тейлейт. Ошолор 18 кызматкер иш алып барат. Жители Сокулукского района выражают надежду, что работа сотрудников РОВД, внедрение современных технологий будут способствовать укреплению порядка и безопасности. Уверенность людей в завтрашнем дне постепенно растет, а усилия правоохранителей вселяют веру в положительные перемены. Мы очень высоко ценим работу сотрудников милиции, особенно это наш Сокулукский район. Последние несколько лет очень повысилось качество работы милиции, повысилось качество взаимодействия с местным населением, с местными органами власти. В частности, у нас Шопоковский городской кенеш
Как вы знаете, сейчас уже век передовых технологий, есть WhatsApp-группы, есть обращения граждан, постоянно туда поступают, и наши сотрудники не оставляют без внимания малейшие жалобы граждан, всегда активно реагируют и оперативно решают вопросы. Работа милиции – это не только профессия, а настоящая служба, требующая мужества, ответственности и самоотверженности. Милиционеры каждый день рискуют своей жизнью, защищая порядок и безопасность граждан, часто сталкиваясь с опасностью и стрессовыми ситуациями. Их труд невидим для большинства, но он крайне важен для поддержания спокойствия в обществе. За их спинами стоит не только профессиональный опыт, но и огромная моральная сила, которая позволяет выполнять долг перед Родиной и обществом. Такие люди заслуживают уважения и благодарности за ту работу, которую они делают каждый день, защищая нас и наше будущее. Айслу Мурзакова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чуй, Сокулукский район. В Чуйской области в рамках проекта «Безопасный город» установлены 4169 видеокамер, из которых 10 могут распознавать лица. С помощью этих камер проводятся профилактические мероприятия, обеспечивающие контроль за общественной безопасностью. В Чуйском управлении внутренних дел установлены камеры, и в 102-м отделе работают 10 сотрудников. Как работают установленные камеры, наш корреспондент расскажет об этом. На сегодняшний день в области установлено более 4000 видеокамер, из которых 86 подключены к ситуационному центру. Особое внимание уделяется камерам с функцией распознавания лиц, которые играют ключевую роль в работе центра. Джипариза Токонова, работающая в милиции с 2008 года, отмечает, что установка таких камер позволила укрепить меры безопасности в регионе. Камеры фиксируют движение в реальном времени, что помогает в расследовании инцидентов. Давайте сейчас уточним, проверим. Мы работаем круглосуточно, и в нашей работе случаются разные моменты, включая случаи суицида. В такие моменты мы оказываем психологическую и моральную поддержку человеку, связываемся с его родными. Одновременно мы занимаемся установлением местонахождения звонящего и направляем на место следственную группу. Наш труд – это не просто работа, а возможность помогать людям и делать по-настоящему благие дела, поддерживая их в самых сложных ситуациях. Кроме стационарных камер, сотрудники милиции получили нагрудные камеры, что позволяет отслеживать их действия на месте происшествия в режиме онлайн. Эти современные технологии значительно облегчают работу правоохранительных органов и повышают их прозрачность. Камера, бодикамера – это отслеживание сотрудников, что они делают во время рабочего момента, чем они занимаются, мы все это отслеживаем. И бывают моменты, когда, скажем, незаконно, да, мы можем напрямую им выйти, предупредить или о каких опасностях оповестить. Бывают вызовы, то, что они же не знают, мы бывает тут корректируем их. Что поехали на вызов, когда поступает нам 102 вызов, мы их тоже корректируем. Благодаря использованию этих технологий с начала года в Чуйской области было раскрыто 45 преступлений, а также задержано 35 преступников, находившихся в розыске. Особенно важным стали 10 камер с функцией распознавания лиц, которые помогают идентифицировать подозреваемых прямо на месте. Нашими сотрудниками на ежедневной основе, то есть на постоянной круглосуточной основе, осуществляется мониторинг общественных мест, то есть это в целях профилактики. Данный мониторинг позволяет нам отслеживать всю криминогенную обстановку, общественную безопасность в общественных местах. Все звонки 9 районов по Чуйской области поступают к нам сюда, ситуационный центр. Системы наблюдения и современные технологии, внедренные в Чуйской области, значительно упростили работу сотрудников милиции и повысили их оперативность. Камеры не только предотвращают правонарушения, но и помогают раскрывать их по горячим следам, обеспечивая безопасность жителей региона. Айслу Мурзакова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чуй, Чуйская область.
В Бишкеке в Национальной филармонии имени Токтугула Сатылганова прошло новогоднее мероприятие для тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Мэр города Айбек Джуншалиев пожелал детям здоровья и успехов в учебе. Для них была показана новогодняя сказка с танцевальными номерами, а после концерта маленьким горожанам вручили подарки. В общей сложности новогодние подарки получат 11 836 детей по всему Бишкеку. В этом году зимние каникулы для школьников начнутся 30 декабря и продлятся до 12 января. Занятия начнутся 13 января. Основной учебный план на 2024-2025 учебный год был утвержден Министерством образования в августе 2024 года. Учебный год начнется 2 сентября и завершится 26 мая. Последний звонок в школах прозвучит в понедельник, 26 мая. На этом у меня все. Эти и другие новости вы можете посмотреть в наших социальных сетях Facebook, Instagram, УТРК ТВ. А я прощаюсь с вами. До новых встреч.